Мигрантам в России теперь придется очень несладко. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые жесткие меры предложили для мигрантов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мигрантов, которые нарушили законы России, нужно выдворять из страны в течение 24 часов. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время выступления в Общественной палате Российской Федерации. Он отметил, что механизм выдворения иностранцев также должен предусматривать дактилоскопическую экспертизу. Толстой предложил перейти от слов к делу и применять жесткие меры по отношению к злоумышленникам. Нужно выстроить цепочку по задержанию за нарушение закона гражданина другого государства, немедленной дактилоскопии, определению личности и в течение 24 часов высылке из страны, подчеркнул вице-спикер Госдумы. По словам Толстого, процедура определения личности необходима для недопущения повторного въезда мигранта в Россию, иначе он может вернуться, поменяв одну букву в фамилии. На Европу, на их экономический опыт, на то, что нам не обойтись без мигрантов, абсолютно несостоятельны, указал парламентарий. Он подчеркнул, что Россия не копирует другие страны и не собирается повторять их ошибки. Ранее Толстой предложил пожизненно запретить въезд в Российскую Федерацию мигрантам, которые участвуют в массовых драках. Таким образом, стране удастся избежать формирования анклавов с иностранцами внутри государства, считает парламентарий. Как вы относитесь к таким радикальным настроениям в России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но пока это еще не вступило в действие, Россия запускает чартерные поезда для мигрантов. В России специальными эшелонами повезут мигрантов для работ на стройках. Минстрой Российской Федерации планирует обсудить процедуры ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах. Сейчас предполагается, что они будут следовать из Узбекистана. Мы сейчас по поручению Татьяны Голиковой отрабатываем. У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана. Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно транзитом через территорию Казахстана ввести централизованно трудовых мигрантов на поездах, сказал Стасишин. По его словам, пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года. И мы предполагаем, что в случае успешной реализации этого пилотного проекта спрос может дойти до 10 тысяч человек в квартал. Это с учетом потребностей, которые позволят закрыть все отстающие графики практически по центральному региону России. Ранее стало известно, что Минстрой Российской Федерации прорабатывает возможность ввоза на чартерных поездах трудовых мигрантов для работы на стройках в Российской Федерации. Шестой Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Помимо основных мероприятий состоится молодежный ВЭФ и форум ВЭФ Юниор, а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организаторами форума выступает фонд Росконгресса, ТАСС, генеральный информационный партнер и официальные фотоход агентства мероприятия. Если все пройдет успешно, такие же чартерные поезда планируют пустить из Таджикистана и других регионов, которые будут в этом заинтересованы. Например, если вдруг случается такая ситуация, что работник, приехавший, и обращая внимание, эти все работники будут официально оформляться. То есть этот механизм исключает возможность серого трудоустройства. И что самое главное, серых зарплат. Большое количество денежной массы выходит на свет. Но если работник по каким-то своим соображениям решил поменять решение, то предоставляющая сторона несет за это ответственность. Как вам такая перспектива? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!